Тем подискутировать. Напишите снова на 2 часа. Добрый день. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Руководитель Института региональной политики. Имя, отчество, фамилия. Боровин Евгений Анатольевич. Ну, меня в республике очень хорошо знают. Кстати, такой вопрос. Будьте добры, поднимите руку те, кто живет в республике. То есть, нет, я имею в виду в Татарстане. Я про Татарстан сейчас. Вас как зовут, молодой? Эмиль. Очень приятно. Значит, Я жил, но сейчас нет. я родился в Казани в 1973 году. У меня жена татарочка. Мы воспитываем 3 детей. Я воспитывался отцом отчимом татарином. Поэтому мне, в принципе, все это очень известно, все это родное. И, в принципе, свою дискуссию я вам бы хотел примером из личной жизни рассказать. Когда я был секретарем комсомольской организации школы, если вы помните, раньше были такие учкомы. Это вот такие при комсомоле школьном создавали учебные комитеты из школьников-отличников, которые подтягивали слабых. То есть вот это такие учкомы, мы приглашали двоечников, троечников и начинали четко распределять. Так, вот ты отвечаешь за его химию, ты отвечаешь за его. И у меня был одноклассник, Мусин Рустем, отличник, кроме одного предмета, угадайте. Родного татарского языка. А почему? Потому что раньше татарский был либо нулевым уроком, либо последним. Год какой? Вы помните? Ну, это уж как я... 80-е. Ну, 80-е, где-то там. Да, Раньше при Совет. да, это Советский Союз. То есть смысл в чем? Человек полностью отличен, кроме одного, своего родного языка. Когда я начал разбираться, но я-то в сути не вникал, я же вроде бы как среди всех комсомольцев большой начальник в школе. Я с ним встретился, но это одноклассник мой, так, тет-а-тет, и задаю вопрос. Я говорю: Рустем, в чем проблема? Это твой родной язык. Он говорит: Жень, но от того, что у меня мать и отец татары, это еще не говорит, что они знают татарский. И что мы дома общаемся на татарском. У меня татарской среды нет. А тратить нулевой урок или последний, ну, во-первых, он действительно, он технарь был, физика, математика ему нравится. Что я делаю? Самое интересное татарина поручили мне. Вот это самый парадокс. И так вот я всю жизнь с татарами иду, аж жена татарка. Вот. То есть смысл в чем? Я начал с ним ходить на уроки татарского языка. Вот только то, что я ходил с ним на уроки татарского языка, мы еле-еле с ним вытянули 4. Потому что педагог у нас была довольно-таки суровая, Султанова Розгареевна, она татарской поэтессой потом стала, и как бы, но мы вытянули. К чему я, в принципе, вам рассказал саму по себе вот эту вот притчу. Вот мы здесь все взрослые люди. Мы рассуждаем о языке. Но мы знаем ли социально-психологические проблемы наших детей, которым мы сейчас хотим указать? Вот очень хорошо сказал Федорист, да? Да, очень хорошо сказал Федорист, что надо что-то делать, надо что-то спасать. А вы задайтесь вопросом, а они хотят сами спасаться, эти дети? А они хотят
заниматься этим языком. Если они готовы выменивать татарский, а поверьте мне, я очень хорошо знаю, у меня первое образование педагогическое из всех моих 4 образований и 2 научных степеней. Первое педагогическое. И когда я начал разбираться с этой языковой проблемой, когда я посмотрел вот на этот закон, я не знаю, многие ли из вас видели, что наши депутаты пишут, когда я начал вот изучать сам по себе вот этот закон, я понял преимущество этого закона в одном, что он, в принципе, дает право выбора ребенка. Ребенку, я имею в виду. Я понимаю, мы сидим здесь взрослые, я радуюсь за татарский язык. Я хочу, чтобы он действительно процветал. Я люблю Татарстан. Но надо задаться вопросом, нужен ли он детям? И что нужно предпринять государству и в первую очередь здесь, Республике Татарстан, какую принять? Такую государственную программу, чтобы детям действительно было интересно. Когда я баллотировался в депутаты, я проехал по моноэтническим районам. Это Кукмар, Сабы. Вы не поверите. Я вам, вот как, грубо говоря, я буду чиновник Миноборнауки, там, в России. Вот у меня бы волосы дыбом стали. В Сабинском районе есть село, ну не село, там такое маленькое, как городишко, или село Шаймардан. Я там, как кандидат в депутаты, выступал с переводчиком. Вот теперь давайте мы рассмотрим вопрос с точки зрения государства. У нас в Конституции прописано, государственный язык основной какой? Русский. А у нас в Татарстане есть, я, по крайней мере, с этим столкнулся, Шаймардан. Я уже не говорю, я и Сарманы проехал, много чего повидал. Все эти Апастовские районы. Но смысл в чем? В республике огромный разрыв. Огромный между моноэтническими районами и между другими районами. Понимаете? Там, где более говорят на русском. Чья вина? Наша с вами. Москвы вина? Нет. И, поверьте мне, не может национальная программа развития языка Республики Татарстан заключаться только в том, что нужно напечатать 1,5 или 2 миллиона учебников на татарском языке. Нет. Потому что в Шаймардане мне в открытую, ну, я сам не спрашивал, мой юрист моего штаба просто спросил, а у вас вообще учитель русского есть? В каком году? 16-й год. Ну, что-то сомнительно. 2016. Это может бабушки, дедушки какие-то? Или вы Хорошо. говорите, что мы про молодежь? Нет, зачем? Я вам и про молодежь говорю. Нет, я про какую? Я про маленьких говорю. Я, ну уж естественно, мы еще давайте не будем... Какой там возраст тогда 14, имеете в виду? Ну, до 5 лет, так сказать. Они не знают русского языка. Они не знают. Они русского. не должны Дольше знать. тебе. Они Вы должны- про них говорите, которым вы переводили, вас переводили, да? Вы говорили, меня переводили. Зачем? Нет, это взрослых мне уже переводили. Они, Которые- они не знали русского которым- языка взрослые? Или переводили, взрослые. не знали русского языка? Ну, по крайней мере, ну, может, из зала человек 30, от силы человек 5 меня понимали. Все остальные пользовались переводом моего пресс-секретаря. Вот и все. Это